В жизни всегда есть место подвигу, и на это способны храбрые, отважные люди, несмотря на опасность, без колебаний, готовые прийти на помощь другим. Среди таких бесстрашных, самоотверженных людей и наш соотечественник, 22-летний Лука Шаматава, спасший человека, упавшего под поезд. Лука является студентом 4-го курса Дипакадемии МИД России. В апреле прошлого года Международный волонтерский корпус Дипломатической академии МИД в рамках программы «Дети послы мира» принимал детскую делегацию из Луганской Народной Республики. После завершения программы в Москве дети выехали в Тамбов. 2 студента из команды волонтеров Дипакадемии, Лука Шаматава и уроженец Башкортостана Аскар Исмагилов, должны были сопровождать группу детей. Однако в этот день они по стечению обстоятельств выехали позже группы на другом поезде. В Тамбов студенты приехали за полночь. Лука и Аскар ожидали встречающих, когда заметили, как на один из железнодорожных путей прямо под вагон поезда упал человек. Слышали мужской голос, который доносился именно доносился из-под поезда. И мы, конечно же, подбежали с моим другом. Мы не руководствовались ничем, если честно, даже не понимали, что может произойти с нами, что мы рискуем и своей жизнью тоже. И на самом деле мы были где-то в секундном шоке, а потом мы как-то собрались с мыслями и попытались его оттуда вытащить. Это мужчина, видимо, выходя из поезда, споткнулся и упал. Ну, мы так предполагаем. В общем, а поезд в этот момент уже вот-вот начинал движение. И мы старались как-то дать знак машинисту о том, что не нужно пока трогаться. Мы кричали билетерам. Билетеры, к сожалению, не слышали. Но потом, к счастью, кто-то из сотрудников вокзала увидел нас, кричащих, и остановили поезд. Мы совместными усилиями вытащили его оттуда. Поезд мог в любой момент начать движение, поэтому юноши сразу же поспешили на помощь пострадавшему. Они вытащили его из-под колес и переместили в безопасное место. Так Лука Шаматава и его товарищ Аскар Исмагилов спасли человеку жизнь. Юные герои за свой мужественный поступок стали лауреатами Всероссийской общественно-государственной инициативы «Горячее сердце». В зале славы Музея Победы на Поклонной горе в Москве состоялась 11-я торжественная церемония награждения и чествования лауреатов. Аскар Исмагилов, 22 года, Республика Башкортостан, город Уфа. И Лука Шаматава, 23 года, Республика Абхазия, Сухум. Ребята ехали работать волонтерами, а выяснили в поездке, что у них очень горячие сердца. Еще раз аплодисменты. Сами ребята не считают свой поступок геройским. По словам Луки Шаматава, они сделали то, что должны были сделать. На самом деле для меня было большим удивлением и неожиданностью то, что меня позвали на это торжественное событие, на эту церемонию. И я был удивлен, потому что до конца не понимал, за что? За что меня награждают? Я же совершил обычное действие. Настоящие герои живут среди нас. Часто мы даже не подозреваем об этом. Но в самые опасные моменты именно они самоотверженно бросаются спасать чужие жизни, потому что не могут поступить иначе. Поступок Луки Шаматава и его товарища Аскара Исмагилова является примером того, как не быть равнодушным и протянуть руку помощи тому, кто оказался в беде. Алька Трапш, Абхазское телевидение.